İşte dostlar, multfilmni biz sizge ko'rsatmaga boldurmayacağımız ve unutmayacağımız. Çünkü elbette ki aytganimizga göre balaçıklar bu bizim neslimizin artırılığı, bu bizim elbette ki geleceğimizin, bu elbette ki bizim milletimizin parlak geleceğidir. Ve tamam böyle balaçıklar birçok yıllar evvelsi bugünkü misafirlerimiz ediler. Onlar özlerin o günde bir güzel maksadlar koydular ve bu maksadlarga eriştiler. Çünkü onlar çempionlardır. Ve elbette ki dostlar, her daim sizge o'zingizga maqsadlar qo'yiniz ve şimdi biz bu yol, bu mesafe hakkında söz yürüteceğimiz. Yani nasıl arzularını koymağa gerek ve bu arzularını nasıl yenmege ve güzel bir galibelerge kelmege bunu şimdi öğreneceğimiz bizim navbatdagi misafirlerimiz ile. Dostlar, studiyamızda sportçular ve bugün biz powerlifting adlı monobolya meraklı sport çeşidi hakkında laf edeceğiz. Demek tanış olunuz stüdyamızda Hvicha Hasaya, idmancı ve İbrahim İlhasan, sportçu чемпион. Селям алейкум. Здравствуйте, рада приветствовать вас у нас в гостях. Как начинается ваше утро и вообще утро спортсмена, утро чемпиона? Какое оно должно быть, по вашему мнению? Чемпиона. Утро начинается с завтрака. Это каша, как правило. Вот. И черный чай. Почему черный? Мне так нравится. То есть это не по каким-то правилам, да, а именно потому, что вам так нравится. Да. Пьете ли вы кофе по утрам? Иногда да. Да, но это полезно для спорта, либо нет? Да, в принципе, кофе приравнивается к чаю, я бы сказал. Поэтому, наверное, разницы нет особо. Важен ли вообще завтрак для спортсмена? Вот, Витя, как вы ответите на этот вопрос, как тренер? Ну, конечно, важен. Если не будет завтрака, как он будет тренироваться, энергии не будет. Почему каша, в основном овсяная, ну, любые крупы можно, это же углевод, а углевод дает энергию. А без энергии, без завтрака, в принципе, тренироваться сложно, потому что, ну, какой-то период тренировки ты почувствуешь слабость, не будет энергии, поэтому надо завтракать. Вообще прием пищи, конечно, важен. Важен правильность питания, рацион, как построен, как поставлен. Обычно, если в подготовительный период, вот у Ибрагима, это 5-6 раз в день. Каждые 2,5-3 часа принимает пищу. И тем самым, ну, правильную пищу, такого плана, как... В период подготовки в основном это углеводы. Как давно тренируете Ибрагима? А Ибрагим уже занимается, ну, я уже даже забыл, сколько. Около 11 лет. Так, конкретно видно спортом, да. Он лучше расскажет, у него был... А ну, расскажи историю. Расскажите, Да, как вы попали в как этот вы спорт? попали в этот спорт и почему именно пауэрлифтинг? Я занимался с Сергеем Боговаровым. Вот мой первый тренер. Мы занимались боксом, ну, для себя. Да, 3 года. Вот. И с 16 лет я пошел с ним в спортзал, в тренажерный зал. Вот, и оттуда все и началось. Вот, мне понравилось это упражнение «Жив штанги лежа». Оно мне достаточно хорошо получалось. Вот, и мы начали готовиться к соревнованиям нашим. Вот, ну и где-то, наверное, последние лет 5 вот, Хвича занимается. Как помните те самые первые соревнования? Это был чемпионат Крыма, я там занял 3-е место. Соревнования. Дальше, что было дальше? Вы пошли уже на мировые ринги? Поняли, что это ваш спорт, скажем так? Нет, ну, на мировые соревнования мы на международные уже выехали где-то в 2013 году, начали выезжать. До этого это были республиканские соревнования и чемпионаты страны. Буйр. Самым. Ибрагим, мы знаем, что совсем недавно вот, в Москве с 15 по 20 ноября прошел чемпионат мира, прочитаю, потому что очень важно, чемпионат мира по пауэрлифтингу и отдельным его движениям, где вы взяли серебро. И сейчас прошу наших режиссеров показать, как это было. Предлагаю посмотреть телезрителям, потом мы поговорим о том, как вы шли к этому. Смотрим. Из России. Встречайте, Ибрагим Ильхасан. Athletes from Russia, Simferopol, Ibrahim Ilhasan, welcome to the platform, 27 years old athlete.
Вес взят. Аплодисменты Ибрагиму. Вот так, да? значит? Интересно. 260 килограмм, да, Витя сказал? Это как 10 Это тебя. очень серьезный вес и не то, что там для Крыма или для России, вообще для мирового стандарта в его категории это очень серьезный вес. К этому весу, чтобы подойти, надо проделать огромный труд, с чем Ибрагим справился. Молодец. Машалла. Как настраивали его именно вот на эту, скажем так, вершину? Как готовились к На эту соревнованию? вершину, конечно, была подготовка серьезная. К этому весу мы в зале подходили, к этому весу психологически он подошел. Тут главное настроить спортсмена, так чтобы был он уверен в взятии этого веса. И надо проделать всю работу в тренировочном процессе, чтобы он выходил уже спокойно, мог работать, поднимать. Ну, конечно, и на самих соревнованиях надо. Тут каждый фактор имеет значение. Как он выспался, как позавтракал или там перед соревнованием, как обедал. Все имеет значение. Не должен нервничать, должен быть спокоен. Все это у нас получилось. И сами соревнования, конечно, такого масштаба были. Там нельзя не нервничать, такого не бывает. Уровень очень серьезный. Такие богатыри там были. Ну, конечно, ты смотришь и переживаешь, но справился, слава Богу. Как всегда, наши богатыри в числе первых оказались. Расскажите, вы только что сказали, что важно очень настроить. Мы часто видим перед фильмами, когда спортсмен выходит на ринг, будь то место, где он будет бороться, и там тренер ему говорит: давай, порви. Что говорите вы? Есть ли какие-то секреты у вас? И дополнительно бы хотела задать вопрос. Вы говорите, что вот вы проводите какие-то беседы, да, возможно. Считаете ли вы, что тренер, тренер, помимо того, что он тренер, должен быть в какой-то степени и психологом тоже? Ну, специальные курсы по этому поводу некого. Ну, естественно, тренер должен в этот период для него, для спортсмена, самое важное – это тренер. Как он настроит, что он расскажет. По идее, мы-то друзья, мы-то общаемся. Я знаю, где его подбодрить, где его слабые точки. Например, на покорении этого веса я показал ему, когда вышли, я показал, смотри, какая аудитория, там зрителей, конечно, было. Первый раз вот он выступал в Америке, такого не было, как было в Москве. Ну, наверное, там 500 или там 700 зрителей было. Минимум. Обалденная музыка, крики, аплодисменты. Я ему показал, смотри, какая аудитория на тебя смотрит, не подведи. Они ждут И результата. все Да. они ждут победы. И, да. как мне кажется, это, конечно, его Подбодрила. настраивает, да. Ну, представляете, оплошаться никак не получается. И такие моменты, ну, везде есть своя фишка, где оно приходит само собой, и ты как-то его близко знаешь, ты Знаю. знаешь, где что подсказать, где шлепнуть, где можешь там за ухо потянуть. Все это присутствует. Ибрагим Бей, а как происходит подготовка у вас? То есть вы как-то психологически настраиваетесь? Вы, возможно, о чем вы думаете перед серьезными соревнованиями? Либо вы считаете, что ни о чем думать в этот момент, кроме как о победе, нельзя? Либо нужно, наоборот, абстрагироваться? Ну, знаете, в принципе, весь период подготовки об этом думаешь, об этом одном дне, когда тебе нужно выложиться на 100%. Вот. Но в этот день я всегда стараюсь отвлечься полностью от этого всего. Как бы, когда ты ни о чем не думаешь, на самом деле тогда проще выступать. Но, как правило, перед помостом ты уже концентрируешься на штанге, на помосте, ты думаешь только об этом. Даже когда выходишь ты на помост, ты никого не видишь, кроме этой штанги. И не слышишь даже никого, кроме команд судей. Как ваши близкие вас поддерживают? Не боятся ли они, не говорят ли? Все, хватит, ты уже добился этого результата, хватит Говорят. себя мучить. И Говорят, как да. это действует на вас? На меня действует. Вот я сейчас стал вторым. Я сказал, нет, Надо. надо быть быть первым. первым. Да. Правильно, Машалла. Не боитесь ли вы, что став первым, вы остановитесь? Нет, Нет. То есть вы будете Всегда нет дальше, предела дальше, дальше. совершенства. то нет есть. предела совершенства. Ибрагим Бей, Нужно вот стараться дальше. что значили в вашей спортивной карьере вот именно эти соревнования, проходившие в Москве, и почему же все-таки не золото, чего не хватило? Само участие в этих соревнованиях для меня это уже было определенным достижением, так как там выступали спортсмены профессионального дивизиона, которые были приглашены по индивидуальным приглашениям. Вот была собрана топ-20 со всего мира, и я выступал среди них. То есть это уже для меня было
большое достижение, да. И второе место неплохо, но нехорошо, но результат хороший. Вот. Есть к чему стремиться, скажем так. Но уже стимул. Стимул Уже есть, стимул. да. Чё, Гузель, Ибрагим Бей, часто в нашей студии бывают детки, которые стали на стезю спорта, и перед собой они ставят умопомрачительные цели. Да, задачи, цели, и в будущем они говорят, вот я хочу стать спортсменом, вот я хочу занимать первые, вторые, Тренером, третьи места. чемпионом, да. Тренером, чемпионом. Вот вы сейчас чемпион, а о чем мечтали в детстве? Какая была ваша детская мечта, кем вы хотели стать? Хотели ли стать спортсменом в детстве? Либо наоборот, думали, что вы не будете спортсменом, а когда-то уже... Всегда хотел быть директором. Школы, наверное, нет. Чего-нибудь. Просто директором. Кондитерской фабрики, наверное. И В детстве почему- любил покушать. Да, почему такой выбор? Почему директор? У вас был кто-то Ну, это такая, директор? да, у меня папа всегда был директором. У вас был пример. Да, всегда вас был был пример, пример. да. Но это так, это в шуточной форме говорю, да. На самом деле, это мечты спортсменом быть не было, это все получилось спонтанно, вот я же рассказывал, да, пошел в спортзал, это начало получаться, увлекло и пошло дальше. Вот, но если есть такая мечта, почему бы нет, нужно и следовать, и несмотря ни на какие препятствия, идти дальше, все сложности преодолевать. Когда, можно? Когда вы идете на тренировку, есть ли, например, такое, что вот сегодня не хочу, я завтра лучше в два раза больше сделаю, чем сегодня, но сегодня не хочу. И как вы боретесь с этими «не хочу»? Дело в том, что если я не пойду на тренировку, мне будет еще хуже от этого. Поэтому я, если не хочу, то все равно хочу. Понимаю, что нужно туда идти. И Неотъемлемая я иду. часть Да, вашей жизни. это образ моей жизни, поэтому... Сейчас еще один вопрос. Вы сказали о том, что вы бы мечтали стать директором, а ваш тренер дополнил кондитерской фабрики. Вы любите сладкое, и можно ли вам как спортсмену есть сладкое, употреблять сладкое в тех количествах, которых хотите? На самом деле сладкое не люблю, но в детстве его полюбливал, да. Вот, а сладкое, ну, иногда, может быть, раз в недельку 7 пирожных какой-нибудь. А так нет, в основном не употребляю. Можно, например, там, в воскресенье поесть шоколадку. Это черный шоколад, он очень полезный для мозгов, нормально, все. Но в основном надо, конечно, есть правильную пищу. Особенно спортсменам. И вообще для здорового образа жизни надо есть правильную пищу. Вот у Ибрагима на подготовке у него категория 110. Но чтобы не выскочить с категории, чтобы не было свыше, если будет даже на 500 грамм, он уже уходит в другую категорию. Естественно, там надо результат показать больше, чтобы выиграть золото. У него рацион поэтапно, по дням, можно сказать, как бы расписан. Он знает, что есть, как есть. Вот, мяса много есть. Хлеба практически не ест, он ест хлебцы с проросшей пшеницей. Очень полезно, кстати, богат микроэлементы, что для тяжелоатлетов, для пауэрлифтеров очень полезно. Клетчатки там много. И вообще хороший продукт. Качество мы его все едим. И питание играет большую роль, безусловно, у спортсмена. Да и вообще, вы сейчас знаете, как у нас с питанием вопрос стоит. Надо кушать здоровую пищу. Это будет. А существует ли у пауэрлифтеров такое понятие, как сгонка веса? Должны ли они худеть? И когда это должно быть? Перед соревнованиями? Это у нас происходит за 2-3 недели до соревновательного периода. Но при этом, конечно, чуть-чуть он контролирует. У него, может, 2,5-3 килограмм всегда лишнего веса должно присутствовать в подготовке. Ну, это помогает ему и вообще... Когда человек гоняет вес, чуть-чуть у него психологические какие-то стрессы, может, бывать, особенно у девчонок. И в период уже, когда поставлена четкая дата, он уже знает, контролирует. И это легко удается. Когда держишь себя в рамках дозволенного, это легко сделать. Когда запускаешь, конечно, уже более сложнее. Ибрагим Бей, не можем не спросить вас о соревнованиях в Лос-Анджелесе, которые прошли в 2015 году. Вы стали абсолютным чемпионом мира. Кроме того, установили мировой рекорд. Расскажите об этом. Да, это было в сентябре 2015 года. Вот. В Лас-Вегасе были соревнования, проходил чемпионат мира по версии GPC. Вот. Там я, ну, честно говоря, даже не готовился к таким рекордам. Получилось спонтанно. Это все, ну, тем не менее,
удалось это выполнить. Все Да. условия для этого были. Все условия были для этого, да. Готовились, тренировались. Ну, Америка вдохновила, наверное. Какой вес подняли тогда? 253 килограмма тогда я поднял. Да. Это есть, было рекордом на тот момент, да, в той на тот федерации, момент? да. А сейчас вы подняли 260 килограмм. 260 килограмм, да. Какая следующая цель? Следующая цель, ну, чем больше, тем лучше. А есть ли какой-то предел? Пределов, я думаю, ну, конечно, есть они, эти пределы, но какой он, это тяжело узнать. И время идет, результаты у всех растут, и то есть, ну, я бы даже не осмелился бы сказать, Ну, какой человеческий предел. предел, конечно, есть, но Ну, какой он, и на таких непонятно. весах, когда он держится даже, ну, любой спортсмен, Если когда раньше, да, не то чтобы поднять больше, а просто придержать такой результат, это уже подвиг, это уже сложно. Ну и потихонечку, может быть, буквально там по килограмму, по 2 он прибавляет. Вот, обратите внимание, он сказал 53, а сейчас 60, да? Да, Пошел. на 7 Более килограмм. года, да, прошло? Какой ну, труд чуть больше проделали. года, да, И всего лишь 7 килограмм. ну, вообще каждые полкилограмма даются очень Там тяжело. На этих весах это там очень максимально сложно. это очень тяжело, да. Вот перед соревнованиями, перед тем, как лечь и поднять, да, штангу, мы видели, что вы сделали несколько движений. То есть вы размяли, руки размяли, ноги. Обязательно ли это делать и чем это помогает? Разминка это очень важно всегда, везде, тем более на соревнованиях и на тренировках, так как можно получить травму. То есть нужно разогреться очень хорошо и тщательно перед выступлением. Вот. Были Вообще ли у перед вас какие-либо тренировкой. травмы? Травмы были, да, много травм было, и рвались и мышцы, и связки. Ну, без них никуда. Но это вас не остановило, и это очень Нет, хорошо. конечно. Ну, это у всех бывает. У всех бывает, это нормально. Сейчас не спорт. напугаем народ, что это травмоопасно, но просто на таких весах, конечно, какие-то травмы. Ну да. Хвича, вот у каждого спортсмена, в принципе, как у любого человека, в жизни есть поражение. Как помочь спортсмену справиться с поражением и понять, что это не последний как бы этап, а что впереди еще много побед? Важен ли этот переломный момент? Важен этот переломный момент. Но вы знаете, у великих боксеров всегда, вот когда проигрывают, если не проиграет, если, например, там Тайсон не провел, то один раз должен проиграть, чтобы еще более такие высокие планки брать. Ну, не может такого, когда ты все время выигрываешь, ну, где-то должен упасть, чтобы потом подняться. Ну, такого не бывает. И надо достойно, с уважением относиться к сопернику. Ну, он тоже, значит, в этот момент он где-то лучше подготовился или каким-то образом там ему что-то помогло Всевышнему, он выиграл этот момент. Ну, в следующий год я выиграю. Ну, такова жизнь, что делать? Ничего страшного в этом нет. Надо уметь достойно проигрывать тоже. Это не правда. А, Когда у нас бывают гости, связанные с какими-то парными видами спорта, спрашиваем мы у них со своим соперником, с которым ты выходишь на ринг, либо на татами, становишься ли ты потом друзьями? А вы со своими соперниками становитесь ли потом друзьями? Общаетесь ли вы после соревнований? Возможно, делитесь какими-то своими результатами? Либо это больше такой вот как одиночный вид спорта, и каждый сам за себя? Есть ли поддержка соперников? Чувствуется ли она? И должно ли такое вообще быть? Я сейчас скажу в 2 словах. В момент, в рамках того часа, 1,5-2, что длятся соревнования, мы враги. Мы враги в данный момент. Ну, там, конечно, мы все друзья, мы все общаемся. Вот у Ибрагима уже новые друзья появились. Конечно, подходят, интересуются, даже уже ему и... Они всегда конкуренты, да, эти Да, друзья. все Ну, пишут, как, что, подскажи. Конечно, мы все друг с другом общаемся. в первую очередь мы боремся со штангой. То есть это борьба с самим собой. В первую очередь. То есть надо ехать на соревнования, делать свое дело. Я так считаю. А там уже, конечно, конкуренция, она всегда присутствует. Но это нормальная конкуренция, спортивная. То есть нет всяких пакостей там и так далее. То есть, ну, проиграл, выиграл. Дело Да, такое. пусть победит сильнейший. Да. Закон есть. Поэтому Это правда. А есть ли девочки-пауэрлифтерши? Есть девочки, есть многие девчонки любят поднимать веса. Есть и в Крыму у нас у чемпионки нас в мира клубе есть. есть, да, девчонки, и в Крыму есть, конечно. Ну и везде, как, вы знаете, ну как запретить? Человек любит, мы любим штангу. Тяжелее ли их тренировать? С девчонками, ну,
Я бы сказал, как тяжелее. Ну, была у меня девочка. Не скажу, что тяжелее, но, честно говоря, чуть-чуть капризные они. Знаете, сам не хочу, чтобы выросла, тут не хочу. И вот это приходится с ними бороться. Ну, нормально, в общем-то, нормально. Справляйтесь. Справляемся. Спасибо, что пришли в нашу студию, ответили на ваши вопросы. К сожалению, наше время ограничено. С удовольствием пообщались бы с вами еще. Мы со своей стороны и со стороны нашего телеканала желаем вам новых побед. И всегда рады видеть вас у нас в гостях. И новых побед, что этим можно Спасибо Спасибо большое. большое, Спасибо что тебе, пригласили. И вам здоровья и занимайтесь спортом. Спасибо. Спасибо, Çok sağ olun. çok sağ olun. Spasibo. Biz ise dostlar devam etemiz. Növbette bizim rubrikamız ente öz çıkışını hazır ve öz çıkışını beklemekte dostlar. Ne olacak acaba? Şimdi her şeyini bileceksiniz. Sabırlı olunuz.